Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Котельную в селе Тумат Устьянского района запустили после нарушения в работе. Мигрантам запретили работать в Якутии в некоторых сферах, в том числе ограничения коснулось сфер торговли и такси. Первое за период пандемии массовое мероприятие прошло в Ленской центральной библиотеке. Там состоялась презентация сборника «Живопись» Сергея Москвитина. В основном все произведения сборника объединены одной темой. Котельную в селе Тумат Устьянского района запустили после нарушения в работе. Ситуация под контролем. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников. От котельной теплоэнергосервис было запитано 6 соцобъектов, 70 жилых домов, в том числе 8 муниципальных и 62 частных. Общее число проживающих в них людей порядка 500 человек, в том числе около сотни из них дети. Накануне в 17:25 по местному времени после аварийного отключения электроэнергии произошла остановка угольной котельной. Сегодня в 1:30 ночи после проведения необходимых работ котельная вышла на нормативный температурный график. Фонд ЖКХ одобрил заявку на строительство очистных сооружений в Верхневилюйске. Она предусматривает финансовую поддержку для строительства объектов производительностью 500 кубометров в сутки. Сумма составит 143 миллиона рублей. Канализационные очистные сооружения планируется реализовать в рамках концессионного соглашения с АО «Водоканал». Также в порядке софинансирования регион предоставляет более 95,5 миллионов рублей, в том числе средства Верхневилюйского района почти 45,5 миллионов. АО «Водоканал» вложит порядка 50 миллионов рублей. 4 человека погибли в Алтайском крае в результате схода снега с крыши. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. По последней информации, поисковые отряды уже извлекли из-под завала 7 человек. Ведутся поиски 8-го. 4 из извлеченных из-под снега погибли. Семьи погибших получат компенсацию от работодателя, где есть иждивенцы 200 тысяч, остальным семьям по 100 тысяч рублей единовременной помощи, заявил Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края. Также СПК возьмет на себя расходы по погребению. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны, повлекшее по неосторожности смерти 2 и более лиц». К другим новостям. Названы сроки завершения строительства Северного потока-2 в водах Дании. Оно подойдет к концу в апреле 2021 года. Об этом сказано в заявлении датского агентства по мореплаванию. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Несмотря на сложную политическую ситуацию, страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина. Работа над созданием научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» продолжится в 2021 году. Якутия работает над проектом совместно с Магаданской и Сахалинской областями, Чукотским автономным округом и Камчатским краем. Об этом заявил глава республики во время видеоконференции с представителями регионального научного сообщества. По словам Николаева, уже сейчас начинается подготовка повторной заявки для участия в федеральном конкурсе «Отборе» в рамках реализации национального проекта «Наука». Деятельность НОЦ «Север» будет представлена 2 важными направлениями – «Человек на севере» и «Рациональное недропользование». Коллеги, добрый день. Мигрантам запретили работать в Якутии в некоторых сферах деятельности. Соответствующий указ подписал глава региона. Согласно документу утвержден перечень видов экономической деятельности, по которым устанавливается запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основе патентов. В этот перечень попали сельское, лесное хозяйство и производство мебели, пищевых продуктов, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов. Также в этот список попадают пассажирские и грузовые перевозки. Помимо того, мигрантам запрещено заниматься как оптовой, так и розничной торговлей. Также запретили заниматься деятельностью в области образования, здравоохранения и так далее.
Минпромторг предложил дату начала эксперимента по маркировке биологически активных добавок. Он начнется с апреля этого и продлится до марта следующего года. Отмечается, что Центр развития перспективных технологий будет осуществлять функцию оператора информационной системы при проведении данного эксперимента. Напомним, в декабре 2020-го правительство России утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочной продукции. Она начнется с 1 июня этого года. Первыми будут маркировать сыр и мороженое. Сегодня в стране свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. 9 февраля 1923 года впервые был организован воздушный флот. Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Сейчас крупные аэродромы существуют почти во всех городах страны, в том числе и в нашей столице. Ежедневно аэропорт Якутска принимает несколько десятков рейсов, как регионального уровня, так и всероссийского и даже международного. Для качественного функционирования аэровокзала и аэродрома здесь работают несколько сотен человек. Каждый из них является ценным кадром, благодаря которым аэропорт Якутска функционирует в штатном режиме. В аэропорту Якутск всего работает больше 1300 человек. И вот электросветотехническое обеспечение полетов, служба, это одна из ключевых служб. В ней работает порядка 30 человек. 9 февраля мы отмечаем профессиональный день, День работника гражданской авиации. И в связи с этим я поздравляю своих коллег, наших партнеров, авиакомпаний с этим праздником. И желаю, конечно же, чистого неба, летной погоды и мягких посадок. Facebook намерен удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтет ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения. Об этом говорится в заявлении компании. По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, Facebook расширил список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем привиться, а также, что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм, говорится в сообщении. Между тем, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии сообщает, что в пункты вакцинации граждан требуются волонтеры. Из требований возраст от 18 лет и готовность помогать в вакцинации якутян. Добровольцы окажут помощь в колл-центрах поликлиник и в штабе Республиканского волонтерского корпуса, а также будут сопровождать пожилых граждан из дома до пункта вакцинации и обратно. Что такое красота взглядом литературных произведений Сергея Москвитина? Первое за период пандемии массовое мероприятие прошло в Ленской центральной библиотеке. Это презентация сборника «Живопись» члена Союза писателей России, известного литературного деятеля Ленского района Сергея Москвитина. На мероприятии побывала и наш корреспондент Анна Кожевникова. Первая встреча с читателями в Центральной районной библиотеке Ленска началась с долгожданной презентации очередного сборника стихов местного, широко известного всей читательской публике Республики Якутия, писателя, прозаика, поэта и краеведа, члена Союза писателей России Сергея Москвитина. И сборник стихотворений под названием «Живопись» собрал в себе как раз-таки разнообразные литературные жанры. Тут есть и рассказы, и поэмы, и переводы, и стихи для детей. Это мирнинский период жизни Сергея Москвитина. В основном все произведения сборника объединены одной темой – это мирный. Здесь есть посвящение самому городу, есть поэма «Вилюйская ГЭС», есть посвящение людям Мирнинского района. Но, тем не менее, живя в Мирном, я не забывал и про родной Ленский район и откликался на какие-то события. Здесь есть посвящение ленчанам. Презентация проходила с соблюдением всех мер безопасности и с ограниченным кругом лиц, всего 15 человек. Но на странице Центральной районной библиотеки в соцсети Instagram велась онлайн-трансляция, и все почитатели творчества Сергея Москвитина могли задавать вопросы в онлайн-режиме, что они и делали. Такой опыт будет продолжаться и впредь до полного снятия всех ограничительных мер. Сергей Владимирович сказал, что он эту книгу получил год назад, мы год назад уже получили, и только сейчас имеем возможность представить ее нашим жителям вот так вот очно. В принципе, мероприятие мы проводили только вот в формате онлайн. Сейчас, после этой презентации, через неделю у нас будет представление публике новой книги Оксаны Андреевой.
И так дальше пойдем. Помимо гостей в очном и онлайн-режимах, автор получил видео поздравления не только из разных населенных пунктов Ленского района Мирного, но и других городов России. За прошедший год у ленского писателя вышло еще 2 книги: сборник избранных стихотворений «Застенчивая красота» и альбом фотографий и стихотворений, посвященных 90-летию Ленского района «Мой родной уголок». Именно его в день презентации получил Сергей Москвитин. Эти книги в скором времени также будут представлены читателям. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А в Якутске состоялась презентация переизданной книги Петра Романова «Охрана и использование генофонда якутского скота». Благодаря научной деятельности автора стало возможно сохранение уникальной породы якутских животных. Помимо научных статей, книга включает в себя полное описание пород и иллюстраций. Тираж насчитывает всего 500 экземпляров. Издателем же выступило казенное предприятие «Якутский скот». На сегодня разведением местных животных занимается в 14 районах республики и в Якутске. Петр Аполлонович, я знаю, это был очень значимым человеком в судьбе Якутии, своими такими обстоятельственными капитальными работами. Я как-то краем уха, что ли, потому что я очень далека от сельского хозяйства всего этого. Но каждый раз, когда узнаю, что мой брат Петр Аполлонович столько сделал для развития, скажем, Якутии, я все время с гордостью говорю, а я его сестра. Жители села Аракуль в Киргизии завлекают туристов катанием по замерзшему озеру на самодельных санях. В республике его называют самым большим катком страны. С ним нас ознакомит Анастасия Дмитриева. Озеро Аракуль, примерно в 230 километрах от столицы Киргизии Бишкека, замерзает каждой зимой. Но как туристический объект оно стало популярным только 3 года назад. Местные жители называют его «Кыргызский Байкал». По выходным они сдают приезжим в аренду коньки и самодельные сани, собранные из всего, что есть под рукой. Кенжебек Чекморов зарабатывает на этом в день от 200 до 1000 сомов, что в пересчете будет от 170 до 900 рублей. Это была машинка моих детей. Домочадцы хотели выбросить ее в мусорку, но я попросил не выкидывать и переоборудовал. Я сделал санки. Хорошо получилось. Детям интересно кататься на ней, особенно маленьким. Ее вид сам по себе реклама. Кенжебек сдает около 20 саней, которые сделал собственноручно. Этой зимой он купил еще 45 коньков. И поставил на берегу озера палатку, чтобы гости могли попить горячего чая. В бизнесе занята вся его семья – жена, сыновья и дочь. Некоторые односельчане приводят к озеру лошадей, на которых катают туристов. Иногда сюда приезжают до 3000 человек в день. Аракуль – это искусственный водоем, рассказал председатель местного органа управления. Малый Аракуль появился в 1958 году, а уже в 1986 за счет государства было вырыто большое водохранилище, нынешнее озеро Аракуль. 558 гектаров земли в селе орошают поля именно отсюда. Зимой поверхность озера промерзает примерно на полметра. Но в конце февраля сезон катания закончится, так как в водоем начнет поступать более теплая вода из реки Карасас. МЧС республики запрещает выходить на лед, если он тоньше 18 сантиметров. К этой минуте все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.